В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии Алексей Соколов. Здравствуйте. Личный прием после прямой линии. Айсен Николаев встретился с преподавателем, который задал телефонный вопрос Владимиру Путину. Облет и точечный осмотр в Ленском районе показал, что факта загрязнения окружающей среды из-за разлива нефти нет. Лесные пожары в Якутии. Горят леса в Верхневилюйском, Мирнинском, Нюрбинском, Хангаласском, Усть-Майском и Сунтарском районах. Пляж закрыт. Специалисты берут пробы воды. В Якутске готовятся к пляжному сезону. Санитарные врачи проверяют детские лагеря о готовности Нерюнгри. Репортаж нашей съемочной группы. Накануне Владимир Путин провел прямую линию. Одним из новшеств этой 16-й по счету линии стало участие в беседе главы государства и граждан третьей стороны, то есть губернаторов и министров. В ходе общения президент выводил в эфиры членов Кабмина и глав регионов. Разговор с Путиным продолжался почти 4 часа 20 минут. За это время глава государства ответил на 79 вопросов. И один из них по поводу заработной платы задал преподаватель Якутского финансово-экономического колледжа. Владимир Путин в прямом эфире связался с Айсеном Николаевым и попросил разобраться в ситуации. Президент страны выразил свое доверие руководителю региона, что в скором времени вопрос решится. Очень на это надеюсь, рассчитываю. Вы человек, который знает ситуацию в республике, давно там работаете, вы там не пришлый человек, не со стороны. Я жду от вас доклада. Чтобы лично разобраться в ситуации, Айсен Николаев сегодня встретился с преподавателем ЯФЭК Михаилом Вагановым. Еще вчера, сразу же после прямой линии, руководитель региона провел оперативное совещание для выяснения подробностей сложившейся ситуации. Вчера ночью я уже оперативно встречался и с председателем правительства, и заместителем председателя правительства, с министром образования, разговаривал с первым заместителем прокурора республики. И сегодня вот то, что я вчера уже ночью имел информацию, это подтвердилось. В первом квартале 2018 года премии, стимулирующие выплаты в финансово-экономическом колледже выплачивались ежемесячно. А так как в конце декабря был уже подписан коллективный договор, со второго квартала выплаты эти будут производиться уже ежеквартально. Соответственно, заработная плата, то, что человек на руки получает, конечно, по сравнению с первым кварталом, у него в апреле-мае упала. И, к сожалению, здесь бухгалтерия, я считаю, допустила немножко некорректное поведение. Человеку не объяснили правильно, что в июне месяце стимулирующие выплаты за второй квартал и премия будут полностью выплачены, и у него средняя заработная плата не уменьшится, а останется на таком же уровне. Досрочные выборы руководителей республики состоятся 9 сентября этого года. Соответствующее постановление депутатский корпус принял сегодня на очередном 37-м пленарном заседании. Представляя на заседании проект постановления, руководитель администрации главы правительства Якутии Федор Борисов напомнил, что указом президента России 28 мая принята отставка Егора Борисова по собственному желанию. И в случае прекращения главой Якутии исполнения своих полномочий до истечения установленного срока Госсобрание назначает досрочные выборы. Государственному советнику Егору Борисову присуждено высокое звание «Почетный гражданин Республики Саха-Якутия». Сегодня прошла торжественная церемония проводов Егора Борисова с поста главы региона. Выступающие выразили слова уважения и признательности за многогранную деятельность во благо развития республики, ответственность за каждого жителя, за приверженность своим профессиональным и жизненным принципам. Егор Борисов на высоких должностях работал с 1992 года, возглавлял Якутию 8 лет. Айсен Николаев отметил Егора Борисова как прагматичного руководителя, который действует на результат. В крайне непростое время управлял правительством, когда был период бюджетной реформы, период становления местного самоуправления. Правительством была проделана колоссальная работа. Сегодня благодаря решениям достигнут серьезный прогресс в развитии всей республики. В своем ответном слове Егор Борисов заявил, что будет делать все возможное, чтобы быть востребованным и продолжить служить народу. Я оглядываясь уже сегодня назад, как сегодня говорили, не стремлюсь той жизни, которую я прожил.
потому что у меня были ценности и принципы абсолютно четкие, потому что, во-первых, стать полезным человеком для республики, для людей, во-вторых, все-таки ориентироваться только интересами, работать и пахать, и трудиться интересами республики и людей. И все это понятия сопровождали меня всю жизнь. Когда я уходил в отставку первый раз в 1995 году, потом в 1998 году, потом в 2000 году, я трижды говорил, когда прощался, до заседания правительства, я даже подписывал в то время по наивности, по молодости книжки, что я ухожу, чтобы вернуться. Я сегодня тоже это слово могу повторить. Я ухожу, чтобы вернуться в нашу активную жизнь. Спасибо. К другим событиям. Сотрудники Ленского районного комитета охраны природы провели осмотр Талаканского месторождения и не выявили факта загрязнения окружающей среды из-за разлива нефти. Как сообщили в ведомстве, был проведен облет над территорией, а также осмотр местности. Визуально никаких следов загрязнения окружающей среды не обнаружено. Разлив нефти произошел 1 июня на узле предохранительных клапанов из-за их разгерметизации. Истечение нефти произошло на герметичную бетонную площадку, окантованную бордюрным камнем на общей площади 600 квадратных метров. Данную НПС-10 у нас эксплуатирует организация «Транснефть Восток». 7 июня мы, соответственно, им отправили запрос по данному инциденту. И на что они ответили, что действительно место было, разлив был, но небольшой, и было это все на площадке, которая бетонирована и которая обвалована. Значит, разлив был небольшой, площадь составляет 20 на 30 метров, 8 кубических метров утекло нефти. Значит, они, естественно, оперативные меры приняли, было все зачищено, часть была возвращена обратно в производство, а остальное было засыпано опилками и, соответственно, было обезврежено, вывезено на Талакан по договору с Сургутнефтегазом. На сегодняшний день на территории республики действует 6 лесных пожаров. Общая площадь их составляет почти 1000 гектаров. Это Верхневилюйский, Мирнинский, Нюрбинский, Хангаласский и Сунтарский районы. Но самый масштабный действует на территории Усть-Майского района. Около 700 гектаров лесной и нелесной площади горит в местности Кельбик, недалеко от Наслегайжанцы. Подробности в материале Юрия Таюрского. Едва успели локализовать и ликвидировать к 1 июня масштабный лесной пожар 1А в районе Кельбика у населенного пункта Ижанцы Усть-Майского района, как там же, недалеко в урочище Кельбик, 4 июня обнаружен новый лесной пожар под номером 6А. На площади 27 гектаров, низовой, сильный, переходящий в верховой. Сильный ветер мгновенно помог огню овладеть большой лесной и нелесной территорией. Площадь 6-го авиационного разросся на такую площадь, да, до 700 гектар. Все за счет того, что был усиленный ветер, порывы от 9 до 17 метров задувало, да. Брался он верховым, по сопкам, верховым пожаром. Прошло там более, 120 гектар верховым сгорело. В тот же день, 4 июня, был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в лесах в связи с возникшими лесными пожарами на территории Усть-Майского Луса района. Сразу же вертолетом были доставлены 18 человек для локализации этого пожара. Была проведена работа по мобилизации сил и средств из числа местного населения села Ижанцы, Петропавловск и Усть-Мая. Сейчас на месте работают 49 человек. Они отрабатывают данную локализацию путем контроля, окаруливания и зачистки кромки от валежников и окопкой происходит. Поэтому данный пожар, мы будем надеяться, что сегодня к вечеру он будет ликвидирован. Пожар, да, очень серьезный. Хорошо, что сработали авиабазы, неплохо наш ПХС, администрация района, администрация поселений отработали, мобилизовали людей и общими усилиями мы его придавили, приглушили. Сейчас локализован. На данное время проводятся работы по зачистке кромки от валежин. Ведется окарауливание. Сил и средств для сдерживания и локализации этого огромного пожара достаточно.
Юрий Таюрский, Усьмайский район. Сегодня в Якутске произошел пожар в ресторане. Около 2 часов дня в ресторане «Каре» по улице Ломоносова появился легкий запах гари. Благодаря работникам ресторана все гости были оперативно эвакуированы. В результате слаженной работы никто не пострадал. По данным МЧС, на место происшествия были отправлены 2 автоцистерны и 10 человек личного состава. По предварительным данным, возгорание произошло в вентиляционной трубе. Сейчас ресторан уже работает в штатном режиме. После того, как мы почувствовали этот запах, тут же вывели всех гостей, выключили электричество на всякий случай, потому что боялись, что это возможно короткое замыкание. Вот. Всех быстро эвакуировали, вызвали пожарных. Все это буквально там за 10 минут произошло. Соответственно, это было не короткое замыкание. На крыше произошло возгорание маленького кусочка брезента. Как это получилось, я пока не понимаю. Мы разберемся в этом. Вот. Опасности никакой не было. Все быстро было локализовано. Ресторан уже работает. А час назад также в Якутске произошло крупное ДТП. Столкнулись 2 иномарки. В результате один из автомобилей загорелся. На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники выясняют подробности происшествия. С места аварии в реанимацию были доставлены 3 человека. Как сообщили в Министерстве здравоохранения республики, один пострадавший находится в коме. 2 других в сознании, но их состояние врачи оценивают как тяжелое. Медики проводят противошоковую терапию. В Алданском районе завершаются работы по эвакуации фрагментов ракет-носителей «Союз-2». Рабочая группа вылетела для транспортировки последнего фрагмента. Ранее вывезли 14 из 15 обнаруженных фрагментов. По словам представителя Алданского комитета охраны природы, фрагменты отделяющихся частей ракет-носителей оказались в труднодоступном месте. Обеспечение надежного электроснабжения и подключение новых крупных потребителей к электрическим сетям остается приоритетным направлением работы правительства в области электроэнергетики. Об этом сегодня заявил премьер Якутии Евгений Чекин в ходе совещания по вопросу реализации комплексного инвестиционного проекта электроснабжения Вилюйской группы районов и Накынского месторождения компании «Алроса». Для продвижения проекта и формирования материалов к соответствующей заявке в сентябре 2016 года на Восточном экономическом форуме заключено 4-стороннее соглашение. В аэропорту Якутска началась реконструкция взлетно-посадочной полосы. Работы будут вестись на протяжении 3 лет. Пассажиры смогут оценить новую полосу в октябре 2020 года. По словам руководства компании, ремонт никоим образом не отразится на расписании самолетов. Аэропорт будет функционировать в штатном режиме. Подробности у Ланы Ильиной. Ремонт полосы будет производиться в рамках государственной программы развития транспортной системы. Финансирование происходит из федерального бюджета. Реконструкция пройдет в 3 этапа. Общая длина полосы более 3000 метров. В этом году будут ремонтировать 970 метров. В данное время в аэропорту Якутск продолжается работа по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Генеральным подрядчиком акционерным обществом «Ирмаст Холдинг» ведутся бетонные работы по устройству выравнивающего слоя, отсыпка грунтовых сооружений, реконструкция трансформаторных подстанций. Компания «Ирмаст Холдинг» специализируется на строительстве аэропортов. На объекте задействованы 53 человека и 27 единиц техники. Объем работы очень большой. Необходимо нам перекрыть всю взлетно-посадочную полосу, отреконструировать рулежные дорожки. Выравнивающий слой у нас толщина гуляющая от 7 до 16 сантиметров. Верхний слой будет местами где-то 20, где-то 28. Сегодня для выполнения перевозок пассажиров, грузов и почты работает участок с протяженностью более 2000 метров. Этого достаточно для функционирования аэропорта в обычном режиме. Ремонтная работа или реконструкцию взлетно-посадочной полосы пассажиры не почувствуют, так как аэропорт Якутск делает все, чтобы нашим пассажирам было комфортно и уютно. В летний период, самый пиковый период, дополнительные авиакомпании «Алроса», Якутия, «Глобус» должны дополнительные рейсы поставить. Беспрерывное функционирование аэропорта во время ремонта объясняется тем, что взлетная полоса будет ремонтироваться не вся полностью, а частями. Стоит отметить, что будет произведено технологическое удлинение 200 метров в сторону Якутска. Есть текущие ремонты, то есть уже силами самого аэропорта. Они там, некоторые там трещины иногда появляются, заливают их мастикой. А здесь уже будет полная реконструкция всей полосы, будет новое покрытие на все длинные полосы, на 3800.
метров. Количество ремонтников будет увеличено до 70 человек, и работы решено вести круглосуточно ввиду того, что строительный сезон в Якутии короткий. Реконструкция по плану будет закончена в октябре 2020 года. Лана Ильина, Павел Пахомов, Якутск. А сейчас небольшой блок рекламы, и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Пляж закрыт, специалисты берут пробы воды. В Якутске готовятся к пляжному сезону. Санитарные врачи проверяют детские лагеря. О готовности Нерингры репортаж нашей съемочной группы. Погрешности замеров. На Ленской нефтебазе решили проблему разницы замеров на судне и на берегу. Для этого закуплено современное оборудование. В эфире телеканал Якутия-24, и мы продолжаем наш выпуск. С начала навигации на Ленской нефтебазе уже обработали более 20 танкеров. Весь поступивший груз сейчас пересчитывает новое оборудование, так называемые массомеры. В отличие от старого способа взвешивания, они дают минимальную погрешность и контролируют количество влаги в нефтепродуктах. Все подробности у Алены Васевой. Здесь точность замеров главная. Сотни тонн нефтепродуктов в период навигационного завоза поступают в емкости Ленской нефтебазы. Во время транспортировки важно не потерять ни килограмма. Количество привезенного груза и поступившего в емкость должны совпадать с допустимой минимальной погрешностью. Есть зачастую разница между берегом Усть-Кута, судовыми замерами и нашими береговыми замерами. К сожалению, у каждого своя правда. Да? По нашим инструкциям мы обязаны принимать по береговым замерам. Поэтому получается, когда дело доходит до подсчетов и возникают сверхнормативные разницы за пределами погрешности, вот этот момент всегда приобретает негативный оттенок. Взаимных обвинений больше не будет. На нефтебазе устанавливают новое оборудование. Измерительные установки, массомеры, полностью автоматизированы. Считают нефтепродукты в килограммах и с минимальной погрешностью 0,25%. Если считать продукт уже в емкости по специальной шкале, погрешность увеличивается до 0,5. Для большого парка Ленской нефтебазы потери приличные. Посчитает установка и количество воды, которое не должно быть в топливе. Кроме кориолисных массомеров у нас стоит влагомер, который меряет влагу в жидкости. Если порог влаги больше 0,5%, он отключает насос, и тогда уже это, чистый продукт должен идти. Оборудование заграничное. В России такое еще не производит. Фирма-поставщик не только привезла, но и смонтировала массомеры. 5 установок врезали в сети за пару месяцев. Последний из них на этапе заключительной наладки. Первые 4 уже в работе. Каждый из них обошелся Саханефтегазсбыту в 11 миллионов рублей. Затраты не в счет, когда на кону репутация. Это упрощает жизнь и позволяет нам, клиенту, показать самую объективную цифру. Тем более вся эта система, она продублирована через эталонные массомеры, и это позволяет убедиться в правильной работе данного оборудования. С начала навигации на Ленской нефтебазе ни дня без работы. Стратегически важный груз везут в первую очередь. Одновременно разгружаться может до 5 судов. Вот и сейчас на рейде не пусто. Разгружаются 4 судна. 3 из них привезли груз для акционерной компании «Алроса». Всего за навигацию Ленская нефтебаза примет 240 тысяч тонн нефтепродуктов. Олеся Васева, Олег Соснин, Михаил Сенаторов. Телеканал «Алмазный край». Сегодня исполнилось 100 лет социальной службе России. В Якутии свой вековой юбилей соцработники отметили в Театре оперы и балета. На мероприятии побывала наш корреспондент Кристина Якупова. Анна Семеновна проработала в сфере социального обеспечения 46 лет. На пенсию вышла 4 года назад. Воспоминания о трудовых буднях только самые лучшие. Я помню, мы 50 лет тому назад, в 1968 году, 5 молодые специалисты, первые юристы-пенсионники, приехали в Министерство социального обеспечения Якутской ССР. И с тех пор до последнего, до 2013 года я отработала в этой системе. Для меня очень волнительно и очень так радостно, что мы дожили до такого периода. Уважаемые работники и ветераны социальной службы, дорогие друзья, коллеги, рад приветствовать вас и поздравить со знаменательным юбилеем
столетием социальной службы России. За 100 лет социальная служба прошла огромный и сложный путь становления. Это система, гарантирующая поддержку и социальное обслуживание каждому нуждающемуся жителю республики. Столетний юбилей социальной службы Российской Федерации – это говорит о многом, потому что на протяжении всех 100 лет у нас прошли очень, будем говорить, значительные изменения во всей социальной сфере. И, конечно же, сегодня стоят очень сложные, очень значимые задачи. Это и преодоление бедности, это и социальная поддержка тех, кто в этом нуждается. Не только профессионализм, но и нравственность, духовность и терпение. Работа социальных служб сложная и ответственная. 4500 работников ежедневно трудятся и отдают тепло своих сердец во благо благополучия населения республики. Социальная система работает самые преданные, самые благородные люди. И мы создали, когда я работал министром 90-е годы, самую лучшую систему социальной защиты населения. Эта система сегодня работает, социальной защиты малоимущих слоев населения, многодетных семей, пенсионеров, безработных и так далее. Это впервые была создана. Социальная защита осуществляет деятельность во всех районах республики. Сегодня в службе Алданского района насчитывается более 40 человек. Вообще социальная служба в Алданском районе, как зародилась, с 1937 года. В ней работало 9 человек в составе, и на обслуживании находилось чуть больше 2000 человек. Управление реализует более 70 видов мер соцподдержки. Наиболее крупным подразделением является отделение помощи на дому. В общем, у 23 сотрудников на сопровождении находится почти 200 человек. Уборка, магазины, продукты, аптека. То есть все, что попросят. Это не говорится, что в мою обязанность входит. У нас нет такого обязанности. Что попросили, то и сделали. Помимо выполнения непосредственных задач по оказанию помощи отдельных категорий граждан, сегодня социальная защита взаимодействует со множеством организаций, поскольку решение ряда проблем требует комплексного подхода. Кристина Якупова, Георгий Григорьев, Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Якутск, Алдан. В Мирном выявлены ряд замечаний в рамках двухмесячника по санитарной очистке. Некачественная уборка, организациями опавших листьев, сломанные металлические ограждения, накопившийся мусор. И это далеко не весь перечень. Правила по благоустройству Мирного утвердили еще в 2013 году. В соответствии с ними объекты города и прилегающие к ним территории распределены между всеми организациями, а их в городе порядка 143. В течение 2 месяцев трудовые коллективы должны выйти на субботники и навести порядок на закрепленных территориях своими силами и за свой счет. Хочется, чтобы город был у нас в чистоте, опрятный. А все, что у нас выдувается из-под домов, а если мы с вами еще и не будем субботники проводить, все это, конечно же, вынесется на центральные площади, на дороги, на тротуары. Ну и, конечно, отсюда будет неблагоприятный вид в городе. Поэтому мы все вместе с нашими горожанами, с организациями должны поддерживать должный порядок в черте нашего города. Это обязательно. Пляжный сезон в Якутске начнется не раньше, чем через 2 недели. Такой прогноз дают специалисты. Пока же на городском пляже идет отбор проб воды. В каком состоянии любимое место отдыха горожан, интересовался Александр Зубехин. Куски древесины и мусора на воде. Такова реальная картина прибрежной зоны единственного официального пляжа города Якутска сегодня. Вода прибывает и приносит с собой обломки. Запрет на купание в ближайшее время снимут, однако для этого нужно выполнить ряд условий. По опыту предыдущих лет мы можем сказать, что дней через 15-20 открытие пляжного сезона. В том случае, если анализы пробы будут соответствовать. Когда уйдет черная вода, так называемая, да, когда пляж будет уже обустроен и наведен порядок по чистоте, и тогда будем уже обращаться за результатом. Уже отобрано 5 проб песка и почвы на пляже. По результатам лабораторных исследований все пробы отвечают гигиеническим нормативам. Микробиологические показатели воды, результаты анализа будут готовы на днях. Не дожидаясь официального разрешения, некоторые горожане уже начали испытывать судьбу. При
купании в водных объектах, вода которых не соответствует по микробиологическим показателям, возможно возникновение и распространение кишечных инфекций с водным механизмом передачи. В связи с чем рекомендуем населению для рекреационных целей использовать организованные пляжи, или разрешенные места купания. Помимо инфекций можно получить травмы, опасные для жизни и здоровья. Дно в прибрежной зоне еще не обследовано водолазами. Там могут находиться острые предметы и ямы. В целях профилактики планируется проводить рейды. Нарушителей запрета будут привлекать к ответственности. В административной комиссии будут приниматься меры по привлечению последних к административной ответственности по статье 3.6 Кодекса об административном правонарушении Республики Саха-Якутия, за который предусмотрен административный штраф до 5000 рублей. В 2017 году произошло 11 несчастных случаев на территории Якутска, следствием которых стала гибель людей. Поэтому сейчас службы настоятельно рекомендуют воздержаться от купания до официального открытия сезона. Александр Зубехин, Дилус Иннокентьев, Якутск. В 22 школах Нерюнгри распахнули свои двери лагеря дневного пребывания. В каждой в течение смены ребята будут ходить в походы и посещать экскурсии, заниматься спортом и участвовать в интересных мероприятиях. С подробностями Екатерина Павлова. Еще громче. Так как сегодня на улице дождь, ребята собрались в Доме культуры. Здесь состоялся концерт с участием творческих коллективов района и насыщенная развлекательно-игровая программа для юных нерюнгринцев, посвященная открытию первого сезона пришкольных лагерей. В Нерюнгринском районе в период летнего оздоровительного сезона будет работать 22 пришкольных лагеря. 13 из них в самом городе и 9 в поселках района. Городские лагеря посещают дети от 7 до 14 лет. Педагоги обещают сделать каникулы детей незабываемыми. Конечно, для всех ребят заготовлена развлекательная программа. В городе у нас ДК проводит 2 раза в неделю на базе ДК Пушкина. Также разнообразные спортивные мероприятия, посещение музеев, парк культуры, театров актеров и кукол. Обязательно мы на спектакли ходим. Я надеюсь, нам лето будет в этом году благоволить. И надеюсь, что дети отдохнут хорошо. А мы будем стараться, чтобы детям понравилось в нашем лагере. Сотни мальчишек и девчонок на празднике уже успели подружиться и настроиться на веселое и полезное времяпрепровождение. Летние пришкольные лагеря будут работать в 2 сезона – июнь-июль. Отдыхом и оздоровлением будет охвачено около 1000 обучающихся. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Телеканал Якутия-24 следит за развитием событий. Оставайтесь с нами. Удачи вам.